Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 57 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 16 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Совкомбанк за 73,46. А за лучшую цену продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 73,97. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Совкомбанка за 84,30, а продажа у Азиатско-Тихоокеанского банка за 83,82. В этом году россияне чаще всего направляли средства материнского капитала в счет покупки жилья. Всего на улучшение жилищных условий его потратили 830 тысяч семей, сообщили в Минтруде. Чуть больше 260 тысяч родителей оформили ежемесячную выплату из средств маткапитала. Напомню, что сегодня ее могут получать на второго ребенка в возрасте до 3 лет малообеспеченные семьи. Выплата начисляется в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе проживания. Помимо этого, свыше 240 тысяч россиян оплатили сертификатом образования ребенка. Еще 153 семьи на материнский капитал приобрели средства реабилитации для детей-инвалидов, а более 3,5 тысяч перевели на счет накопительной пенсии матери. Правительство смягчило условия получения господдержки для застройщиков с небольшой прибылью. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ. Следует отметить, что программа начала действовать в начале нынешнего года. Застройщикам с низкой прибылью компенсируется часть процентов по кредитам, полученным на строительство. Проблемы застройщиков с небольшой прибылью обострились с переходом отрасли на проектное финансирование. В регионах, где стоимость жилья невысока, сложно получить кредиты на строительство, так как банки не устраивают невысокий уровень прибыли от проектов. Программа действует только в регионах с низкими доходами населения. Россияне смогут вернуть деньги за аннулированные из-за пандемии туры. Обращаться к туроператорам могут только те туристы, которые купили путевки по тем направлениям, которые уже были открыты. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Она пояснила, что туроператоры смогут обращаться в ассоциацию «Турпомощь» за средствами своих фондов персональной ответственности. Проект постановления об этом внесен в правительство. При этом она подчеркнула, что Ростуризм поддерживает решение Госдумы о продлении переноса обязательств туроператоров до конца 2022 года по тем странам, которые так и не открылись для туристов. Это решение позволит туроператорам продолжить постепенно выполнять свои обязательства перед туристами. Госдума на заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Как пояснили в Кабмине, поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Между тем, сроки действия сертификатов о подтверждении перенесенной коронавирусной инфекции могут изменить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и распространения новых штаммов. Об этом накануне заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, в связи с невозможностью определения даты, когда именно человек переболел, сертификат по антителам выдается на полгода. А если же эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться и новые штаммы будут намного заразнее, то срок действия сертификата могут и сократить. Помимо этого, сроки ревакцинации могут быть тоже скорректированы после получения более подробной информации о штамме омикрон.
Также вице-премьер заявила, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета COVID-19 в России составляет почти 58%. А число полностью вакцинированных от коронавируса более 70 миллионов человек. При этом необходимого уровня коллективного иммунитета пока достиг только один субъект – это Севастополь. Наилучшие показатели сегодня наблюдаются в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Тыва и Москве, где привились более 70% населения. Главой республики Айсеном Николаевым подписан указ о развитии Нерюнгринского района на период до 2026 года. Район к 2026 году должен стать лидером на Дальнем Востоке по уровню комфортной среды проживания человека. Указ определил стратегические цели развития Нерюнгринского района до указанного срока. В 2025 году в Нерюнгринском районе пройдут первые спортивные игры шахтеров России. Будут построены сквер Славы, парк Амикан, стадион Богатырь, летний оздоровительный лагерь Мужество в городе Нерюнгри, этностойбище и пожарное депо в село Иенгра, школа, водозабор в поселке Чульман, станция биологической очистки в поселке Золотинка и другие объекты. Нерюнгринский район к 2026 году должен стать лидером на Дальнем Востоке по уровню комфортной среды проживания человека. Мирницам предстоит освоить культуру раздельного сбора мусора. В рамках национальной программы «Экология» коммунальщики установили на улицах контейнеры для пластика и картона. Но готовы ли мирницы к сортировке мусора? И есть ли необходимость заниматься этим, если поблизости нет перерабатывающего завода? Узнавала Иванна Филиппова. Пластик сюда, картон вот сюда. На этих специальных контейнерах прям подробно расписано, что куда кидать. Вот под такие баки были установлены еще этим летом для раздельного сбора мусора. Таким образом, Мирный поддержал идею республиканских властей, которые в 2019 году подписали постановление о раздельном сборе мусора в Якутии. Местные коммунальщики установили 18 разноцветных баков. На каждом наклейка – бумага или пластик. С виду довольно просто разобраться, но горожане как-то не спешат избавляться от привычки бросать мусор в одну кучу. Люди вообще не понимают, все кидают. И банки, все идет. То есть вот эти специальные баки, да? Ну да. Они там сортируют потом, и коробки отдельно, это отдельно, бутылки тоже. Но вот парадокс. Съемочной группе «Алмазного края» горожане рассказали совсем другое. Идею раздельного сбора, говорят, поддерживаем. Выбрасывать мусор по правилам готовы. Я пользуюсь, я абсолютно за, и хочу, чтобы все пользовались. Да, наверное. А вы сами пользуетесь? Сами нет. Например, у нас здесь бумага отдельно, да? Если мы не будем эту бумагу отправлять на переработку, мы будем вырубать новые леса. Конечно, нужны. Конечно, экология. Это наше будущее, дети наши. Ну вот что смущает горожан. Перерабатывающего завода в городе нет. Стоит ли сортировать отходы, если они все равно пойдут в одну кучу? Коммунальщики утверждают, стоит. Ведь собранные пластик и картон они отдельно транспортируют на базу МПЖХ. Там отходы формируют в брикеты гидравлическими прессами. А после отправят на переработку в Якутск, Иркутск, Новосибирск и Красноярск. Так, значит, здесь у нас хранятся бигбэги с уже отсортированным мусором. То есть пластик отдельно, картон отдельно. Установка баков – лишь начало. В алмазной столице планируют построить собственный мусороперерабатывающий завод. На данный момент районной администрации ведется проектирование, в стадии проектирования этот новый полигон. И насколько у меня есть информация, что после постройки полигона планируется также построить сортировочный завод. С появлением перерабатывающего завода мусора станет меньше, уверены коммунальщики. Ведь большую часть отходов сегодня составляют пластиковые стеклянные бутылки и бумажные коробки. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Нерюнгри продолжается реализация программы по замене лифтового оборудования, отработавшего 25-летний срок эксплуатации. Подробнее, как работает программа и о том, что сделано на сегодняшний день, расскажет Ирина Кичигина. Вот такие новые красивые лифты устанавливаются в наших домах.
Лифт – это сложное и дорогое техническое оборудование. В среднем стоимость одного лифта, включая работы, проведение экспертизы и строительного контроля, подготовку проектно-сметной документации составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей. С Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики заключено соглашение на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Размер субсидий зависит от средств, собранных собственниками. Работы по замене лифтов влекут большие затраты, поэтому тот принцип, который был внедрен как пилотный проект, он будет продолжаться. На законодательном уровне установлен приоритет именно по виду работ замена лифтов. В следующем году работа будет продолжена. Из 274 лифтов в Нерюнгри осталось заменить еще 32. В частности, в этом году выполнены работы по замене 18 лифтов в 9 многоквартирных домах. Из них замена 14 выполнена, где средства на капитальный ремонт аккумулируются на специальных счетах, и этих средств значительно не хватило. Поэтому поддержка в виде субсидий из бюджета республики была максимально необходима. Подрядчики из города Хабаровска и одна фирма из города Якутска работали. Нареканий нет. Конечно, были кое-где отставания по срокам. Но, тем не менее, мы смогли выдержать темпы и для населения, для людей, которые жили в тех домах, где заменялись лифты. Больших сложностей не произошло. Еще год или два, и в нашем городе во всех домах будут работать новые лифты. И ближайшие 25 лет надо будет только поддерживать их исправное техническое состояние. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков презентовал новый инвестпроект по строительству малоэтажных домов в Якутске. Комплексное решение ИЖС в городе Якутске – это масштабный инвестиционный проект республики, в рамках которого в столице будут строить дома по хорошо зарекомендовавшей себя в республике технологии. Участники под новые дома уже определены. Где они будут расположены и какие это будут дома, нам расскажет Ульяна Шагина. Под строительство ИЖС участки уже определены. Они будут находиться, один участок на Вилюйском тракте, это недалеко от поста ГАИ, а второй участок это в районе Базового переулка, 18. Мы как раз сейчас находимся здесь, нам презентуют участки, мы здесь все смотрим. Но я скажу, что участки уже расчищены под строительство. Раньше здесь находились базы, и уже до конца года здесь построят первые 5 домов. На Базовом переулке всего будет построено 32 дома. Они будут построены по известной нам технологии МХМ. Они позволяют быстро возводить дома. Например, в сгоревшем от лесного пожара поселке Бяскёль горного района дома как раз-таки построены по этим технологиям. Генеральный застройщик проекта компания РИА и генеральный директор компании Владимир Владимирович. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за дома будут? Людям, наверное, интересно. Все-таки это частные дома, да? Одно- и двухэтажные? Да, сегодня мы приступаем к реализации масштабного инвестпроекта. Это развитие индивидуального жилищного строительства на территории города Якутска. На первой площадке, это на переулке Базовом. В данном проекте предусматривается порядка 32 индивидуальных жилых домов, как мы видим на карте. Да? Это будут земельные участки в среднем от 9 до 11 соток. Также будут индивидуальные жилые дома одноэтажные, не менее 90 квадратных метров. Данные дома уже были построены в Бяскёле, зарекомендовали себя очень хорошо. И также по этой же практике будут строиться данные дома. В данных домах будет газ, индивидуальное отопление, вода, к сожалению, будет привозная на септиках. В целом все. Дальше также будет производиться у нас, пока мы начинаем с одноэтажных домов, а дальше уже по мере реализации проектов будем смотреть потребность людей. Кто-то, может, захочет двухэтажные дома, что-то побольше, получше, еще как-то. Поэтому будем уже подходить индивидуально по мере потребностей наших граждан. А как вы считаете, вообще популярность не обретут эти дома? Все-таки район такой, не близкий же от города Якутска.
Ну, нам бы хотелось бы, конечно, мы делали все для этого. Предусмотрели также будут индивидуальные проезды, как мы видим вот на карте, да. Также предусматривается лесной массив в виде такого сквера будет. Ну, все будет делаться для наших граждан, чтобы наши граждане были довольны данными домами, данными земельными участками. Спасибо большое. Ну, я могу вам показать, да, проект уже, в принципе, есть на бумаге. Это будут такие красивые дома в стиле Сканди, наверное, такие, как в американских фильмах. Ну, я скажу, что первые 5 домов уже будут построены до конца года, и мы уже поздравим первых жителей этих домов. У меня на этом все. Я передаю слово коллегам. Мы идем далее. Сегодня утром в Якутске загорелся автомобиль бригады скорой медицинской помощи. По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре на улице Лермонтова поступило в 9:07 по местному времени. Предположительной причиной возгорания стала неисправность системы механизма и узла ввода транспортного средства. Машина сгорела по всей площади. В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в машине пациентов не было. Бригада медиков ехала на вызов. Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 3 жителей города Якутска и 1 жителя Московской области. Они признаны виновными в незаконном сбытии наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах в составе организованной преступной группы. 2 из них осуждены по статье «Участие в преступном сообществе». Уголовное дело по ходатайству одного из подсудимых рассмотрено коллегией присяжных заседателей. В суде было установлено, что один из подсудимых, являясь участником преступного сообщества, обеспечивал незаконной пересылкой из Московской области в город Якутск через транспортные компании партии наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Подсудимые – жители столицы республики, один из которых член преступного сообщества, принимая данные посылки, размещали их в тайниках для дальнейшей продажи потребителям наркотиков. Их преступные действия пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, изъято более 800 грамм синтетических наркотиков. Одним из подсудимых, являющийся жителем Московской области и участником преступного сообщества, вину в предъявленном обвинении не признал. Вместе с тем, на основании представленных государственным обвинителем в совокупности неопровержимых доказательств, коллегии присяжных заседателей все подсудимые единодушно были признаны виновными. По результатам рассмотрения уголовного дела на основании вердикта коллегии присяжных заседателей с учетом мнения государственного обвинителя Верховный суд Республики приговорил подсудимых к назначению наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. На Филиппины обрушился супертайфун Рай. Спасателям пришлось эвакуировать десятки тысяч людей. В зоне риска находятся порядка 10 тысяч населенных пунктов. Подробнее в репортаже Андрея Санникова. На Филиппинах массовая эвакуация населения из-за супертайфуна Рай, который обрушился на южные и центральные районы. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На пути следования тайфуна находится порядка 10 тысяч населенных пунктов. Многие филиппинцы не отказываются от эвакуации, поскольку помнят страшные последствия другого тайфуна Хайян, во время которого в 2013 году погибли более 6 тысяч человек. Людей отвозят в пункты временного размещения, где практически невозможно соблюдать социальную дистанцию. И теперь власти опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом. Скорость ветра в эпицентре 260 км в час, а при порывах и вовсе 300 км в час. Тропические ливни настолько сильные, что под воду уходят целые поселения. Есть угроза, что дожди спровоцируют крупные наводнения и сходы оползней. Сообщается об отключении электроэнергии. В районах, которые входят в зону риска, отменены почти все авиарейсы и остановлено морское сообщение. Есть необходимость совершить поездку на короткую дистанцию, но нет машин или общественного транспорта. Тогда решением может быть разработка японских инженеров. Они создали надувной электроскутер. Подробности далее.
Личное транспортное средство, которое умещается всего лишь в рюкзаке. Ученые Токийского университета разработали надувной электроскутер «Пойма», который подойдет на случай, когда необходимо совершать поездки на небольшие расстояния. Насос надует транспорт всего за пару минут. Одной зарядки аккумулятора весом 10 килограммов хватит на 90 минут. При этом скутер может ехать со скоростью 15 километров в час. Людям может показаться, что скутер как воздушный шар, мягкий, но он похож на баскетбольный мяч. Даже если люди будут на нем сидеть, он будет устойчивым и прочным, как камень. Причем каждый сможет адаптировать под себя этот портативный транспорт. Сейчас авторы проекта создают специальную программу, которая позволит покупателям разрабатывать дизайн и конструкцию своего скутера. Причем его форма может быть самой разной. Инженеры, похоже, стремятся угодить даже тем, кто в дороге предпочитает лежать. Как видите, «Пойма» может приобретать самые разные формы. Я надеюсь, что мы сможем придать ему такой вид, который захочет конкретный человек. Например, форму, которая соответствует его росту. Мы хотим предложить покупателю наиболее подходящие для него мобильные средства передвижения. Правда, пока не ясно, когда люди смогут воспользоваться этим предложением. Точных сроков начала массового производства надувных электроскутеров нет. Разработчики говорят, потребуется некоторое время, чтобы удостовериться в безопасности портативного транспорта. В Варшавском зоопарке появился на свет самый маленький олень в истории Польши. Более подробно расскажет Роман Чуриков. Размер этого малыша всего 10 сантиметров, и он почти не вырастет. Пара малых оленьков, они же мышиные олени, впервые показали своего детеныша. Он родился 2 декабря, но только сейчас вышел в свет. До этого в Польше эти парнокопытные не рождались. В столичном зоопарке чуть больше года живет самец Арнольд. В июле к нему присоединилась Линда. Никто не ожидал, что потомство у них появится так скоро. Оленьки – самые маленькие парнокопытные на планете. Даже самые крупные особи имеют в длину 55 сантиметров. Обитают в Юго-Восточной Азии, но из нор выходят только ночью. Животное настолько скрытное, что ученые до сих пор не знают, сколько их осталось на планете. Имя новорожденному в Варшаве пока не дали, потому что зоологи не могут определить его пол. В Польше обнаружили уникальные следы динозавров. Следы сохранились настолько хорошо, что на них просматривается рисунок чешуйчатой кожи древних животных. Все подробности в сюжете далее. Это место неподалеку от польской деревни Барковицы можно назвать парком юрского периода, реальным, а не из кино. Здесь ученые в глиняном карьере обнаружили несколько десятков каменных глыб со следами динозавров, которые жили на Земле 200 миллионов лет назад. Палеонтологи находку называют сокровищницей. Отпечатки настолько хорошо сохранились, что без труда можно разглядеть рисунок чешуйчатой кожи и когтей динозавров. Это естественные слепки, поскольку динозавры ходили по сухой поверхности. За счет этого они сохранились. Песок наслаивался на следы, а со временем он уплотнился, поэтому мы видим, как следы выступают наружу. Длина самого большого отпечатка 40 сантиметров. Это позволило установить ученым, что рост динозавра, который его оставил, был около 6 метров, сообщают местные издания. Помимо размеров, исследователям удалось по следам определить виды древних животных, а в будущем они планируют воссоздать и их внешний облик. Научные экспедиции барковицы планируют продолжить. Есть шансы найти тысячи новых следов, и для этого в ближайшие месяцы исследователи собираются извлечь и изучить 200 новых каменных глыб. В эти минуты в Якутске завершается строительство круглогодичного агропромышленного комплекса «Саюри». Строительство объекта берет начало с 2016 года с небольшой теплицы. В настоящее время на территории «Саюри» насчитывается 16 блоков теплиц. Подробнее о завершении строительства расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Мы находимся в единственном в России круглогодичном агрохолдинге «Саюри», где с минуты на минуту свои двери откроет новая теплица площадью более 1 гектара с 6 блоками. О том, какие технические новшества ожидают потребителей продукции «Саюри», на этот раз нам рассказал генеральный директор. Предлагаю послушать. В первую очередь, это, соответственно, расширение объекта, повышение урожайности, повышение производства в целом, как по месяцу, так, соответственно, и в целом по году. Если мы в этом году вырастим ориентировочно
1400 тонн, в общем, томата и огурца, то на следующий год мы планируем вырасти порядка 2500 тонн огурца и томата в целом. У нас есть небольшое нововведение, так скажем. Если раньше у нас теплицы состояли практически полностью из пленки эвклин, то сейчас было принято решение сделать стены из сэндвич-панелей, а кровлю сделать из пленки эвклин. Надо отметить, что данная теплица стала вторым этапом третьей очереди реализации проекта. И на сегодняшний день у агрохолдинга «Саюри» нет конкуренции на рынке овощей в республике. К этому часу у меня все. В декабре и январе можно будет посетить более 120 культурных мероприятий по Пушкинской карте. Это театральные постановки, концертные программы, квесты, экскурсии, мастер-классы. С 1 января все оформленные карты пополнятся еще на 5000 рублей, сообщает пресс-центр Минкультуры Якутии. На сегодняшний день по Пушкинской карте можно приобрести билеты 20 учреждений. Постепенно расширяется география охвата. К Якутску присоединились Майя, Мирный и Чернышевский. Средства, начисленные в этом году, если их не потратить, сгорают 31 декабря. При этом уже сейчас имеется возможность приобретать билеты на мероприятия следующего года. Главную елку страны успешно доставили в Кремль. Этой ночью грузовик с елкой подъехал к Красной площади, а потом через ворота Спасской башни заехал на территорию Кремля. В этом году честь стать главным праздничным украшением страны выпала 90-летней лесной красавице высотой 28 метров из подмосковной деревни Новопареево. Размах нижних ветвей дерева достигает 10 метров, а диаметр ствола 56 сантиметров. Главную елку страны срубили во вторник и погрузили в специальный автопоезд, водитель которого традиционно доставил ценный груз в костюме Деда Мороза. Новогоднее дерево традиционно установят на Соборной площади Московского Кремля. Лесную красавицу к месту назначения доставили без происшествий. Все прекрасно. Что еще не знаю дальше. Как дорога была? Хорошая дорога. Все доставили прекрасно. Сопровождение было тоже все хорошо. С Божьей помощью доехали. Также столицу страны украсили к Новому году. На улицах и парках Москвы появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года. Всего в городе было возведено более 4000 конструкций. В этом году белая медведица с сумкой на льдине вновь поселилась на проспекте Мира рядом с парком Акведук. Композицию из 10 полярных мишек, центральную часть которой занимает белая медведица высотой в 16 метров, создали итальянские мастера из алюминиевых конструкций и фольгированной мишуры в 2018 году. Наступающий 2022 год, согласно восточному календарю, что этот год черного водяного тигра. Наши коллеги побывали в самом северном зоопарке Орто-Дайду и узнали о том, как зовут тигра, который там обитает, как он туда попал и сколько ему лет. Вот с таким громогласным рыком тигрица Аня приступает к своей ежедневной трапезе. Кормят ее раз в день, но зато рацион более чем насыщенный. 10-12 килограмм мяса и красная рыба. Кстати, Анечка, как ее ласково называют сотрудники зоопарка Орто-Дайду, питается исключительно красной рыбой. Белая ее не устраивает. Как чир и омуль, да, или рябушка, там, скажем, да, наши вот виды рыб, она совершенно не любит. Вот как-то мы экспериментировали, пробовали давать ей, но ей совершенно не понравилось, она не притронулась ни к целой рыбе, ни к чищенной, да. То есть вот организм тигра устроен так, что вот именно, вы знаете, что они у себя в ареале обитания именно ловят вот такие лососевые, да, рыбы. Вот, поэтому она, конечно, именно красных, вот так вот, с красным оттенком рыбы, типа киты, да. Поэтому мы ей тоже даем вот такую рыбу, вот, и она с удовольствием ее поедает, а белую нет. Аня приехала в суровую Якутию из Красноярского зоопарка в 2009 году в 5-месячном возрасте. Малышка долго проходила адаптацию и не сразу показалась посетителям во всей красе. Прибыла в зоопарк Орто-Дайду по договоренности, и таким образом зоопарки обмениваются животными,
И также прибыла Анечка к нам. Вот. И она была тогда совершенно маленькой, и на новую обстановку она, конечно, была реакция такая, что ее вот посетители мало видели, да, вот говорили, что где же тигр. Сейчас же наоборот, Аня охотно передвигается по своему вольеру, особенно она активна вечером и ранним утром. Ну вот, кстати, зимой ее, наверное, даже чаще можно увидеть в открытом вольере, чем в укрытии. Почему-то зимой она вот любит на улице находиться, нежели в жару нашу, да, вот якутская жара, якутское лето очень жаркое, конечно. Вот она предпочитает в самые жаркие часы находиться в укрытии. Имя Аня тигрицы присвоили сотрудники Красноярского зоопарка, потому что рисунок вокруг ее глаз напоминает цветок Анютины глазки. Характер у нее, как у всех кошек, можно сказать, своенравный. Вот. Они делают так, как им хочется, и поэтому, можно сказать, с одной стороны, она и спокойная, но с другой стороны, она всегда дает знать, что вот это ее территория, когда даже зоологи заходят убирать, вот, да, ей не нравится, что нарушает территорию, скажем, вольер заходит ее. Вот, поэтому, да, конечно, тигры, они такие, хранят свой участок. Занимательный факт. В якутском зоопарке Аня появилась 12 лет назад, то есть тоже накануне года тигра, как и сейчас. На Новый год полосатой большой кошке готовят сюрприз, но пока думают, какой именно – угощение или новые игрушки. В любом случае, без внимания она не останется. Ну, конечно, мы думаем над тем, как побаловать Аню, потому что все-таки Новый год у нас наступает год тигра. Вот, и мы думаем, что все-таки это будет хороший год. Говорят, год тигра несет перемены нам. Думаем, что он принесет хорошие перемены во всех отношениях, и здоровье хорошее, и в общем, в жизни каждого человека будут перемены к лучшему. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В республике идет активная подготовка к 8-м спортивным играм народов Якутии. В селе Барагонцы Усть-Алданского района ведется строительство 3 объектов: стадиона на 1000 мест с беговой дорожкой, многофункционального оздоровительного комплекса в Барагонцах и универсального комплекса спортивных единоборств с общежитием на 32 места в селе Мындаба. В Министерстве по физической культуре и спорту сообщили, что игры, возможно, пройдут с участием зрителей, у которых имеется QR-код. Следует отметить, что участию будут допущены только полностью вакцинированные или переболевшие спортсмены, судьи, организаторы, журналисты и другие работники, которые будут задействованы на играх. Сборная команда Якутии выступила во 2-м фестивале «Игры ГТО», который прошел в Белгороде. Участие во всероссийских соревнованиях приняли более 200 спортсменов из 37 субъектов страны. Республику представили 6 человек с наилучшими показателями в своих возрастных группах. Якутяне успешно преодолели отборочный этап и вышли в финальную часть фестиваля, куда отобрали 16 сильнейших команд. В решающем раунде сборная Якутии заняла 14 место. Сделали выводы, анализы, и вот на следующий фестиваль у нас появилось много идей и планов, чтобы у себя здесь в республике сделать такой тоже качественный отбор. У нас тоже имеются свои атлеты, да, хорошие спортсмены. И, ну, вот в следующих играх, которые будут в 2022 году, нужно будет уже готовиться более качественно. Раньше считалось, что филимоновская игрушка приносит в дом удачу и даже счастье, а также охраняет от наговоров. И, кстати, по одной из традиций народного календаря 17 декабря женщинам было принято молиться о благосклонности со стороны мужа и свекрови. На календаре 17 декабря. В этот день отмечают День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, День образования российской фельдъегерской связи. По народному календарю в этот день отмечается память святой Варвары Илеопольской. Мученицу Варвару все женщины называли заступницей, особенно беременные, просившие ее о здоровье для себя и ребенка. Варварин день считался бабьим праздником. На Варвару наступало время сильных морозов. Дороги становились прочными.
Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. В этот день отцы авиации братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха. Аэроплан «Флайер» с 12-сильным бензиновым движком продержался в воздухе 12 секунд на высоте 2,5–3,5 метра и преодолел расстояние 39 метров. На телеканале Fox дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал «Симпсоны». Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации второго созыва. В этот день родились Константин Ваншенкин, советский и российский поэт, прозаик. Нонна Бодрова, советская телеведущая, директор Центрального телевидения, заслуженная артистка России. Леонид Броневой, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Франциск, глава Римско-католической церкви с 2013 года, 266-й Папа Римский. Вячеслав Ганелин, советский и израильский композитор, пианист, джазовый музыкант. Мила Йовович, американская актриса, певица и модель. Оксана Федорова, российская телеведущая, актриса, модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002». Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна. И в конце выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня весь день снег, температура воздуха минус 23 градуса. Ближе к ночи ожидается минус 25. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду. В Нерюнгри также в течение всего дня снег и минус 24. Давление составляет 692 миллиметра ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 29 градусов. В Ленске сегодня минус 18 тоже не обходится без снега. К ночи похолодает до минус 26 градусов. Ветер от 4 до 10 метров в секунду. В Мирном переменная облачность и осадки в виде снега. Днем температура воздуха минус 30 градусов, ночью минус 41. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Но и в столице республики сегодня весь день будет идти снег и минус 35 градусов. Вечером минус 37, ночью минус 39. Ветер от 1 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 749 миллиметров ртутного столба. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До новых встреч в следующих выпусках.